Здравствуйте! В эфире информационный выпуск АМ Шейхшара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в программе. В парламенте состоялось заседание Комитета по государственно-правовой политике с участием представителей различных политических сил. Министерство сельского хозяйства передало участникам программы средства малой механизации, мотоблоки, а также прицепное и навесное оборудование к ним. На площадке Международного информагентства «Спутник» прошел видеомост на тему безопасности, здоровья и курортного отдыха в странах ближнего зарубежья. В парламенте состоялось заседание Комитета по государственно-правовой политике, которое прошло под председательством Даута Хутаба. В заседании приняли участие спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты, руководитель администрации президента Джансух Нанба, представитель президента Абхазии в парламенте, министр юстиции Анри Барциц, члены общественной палаты. На заседание были приглашены представители ряда политических партий и общественных объединений. Участники встречи в ходе дискуссии изложили свои позиции и высказали отдельные мнения по обсуждаемым вопросам. Комитет планирует продолжить обсуждение законопроекта в аналогичном формате с другими представителями общественности. Пакетно, скажем так, несколько проектов, связанных с законом, так называемым законом об апартаментах. Учитывая, что непосредственно парламенту и принимать решение на этой стадии именно Комитету по государственно-правовому строительству, мы решили заслушать максимальное количество людей, общественных организаций, их представителей, для того, чтобы у депутатов была возможность сформировать свое мнение к тому моменту, когда мы уже будем принимать решение. Изначально это в комитете и потом уже, соответственно, на сессии. Как вы знаете, многим из вас, вашим общественным организациям были переданы письма от комитета с просьбой предоставить свои поправки и предложения по данному законопроекту. На сегодняшний день мы получили несколько ответных писем. Например, представители АРУА, представители АНД ответили нам. Они заявили о том, что в принципе не приемлют ни в какой форме принятие данного законопроекта. С другой стороны, к нам также поступили предложения от Айтгалара, от Амцахара, от общественной палаты с конкретными предложениями, как нужно изменить данный законопроект для того, чтобы он был, возможно, принят нашим обществом и, соответственно, принят уже парламентом. Расширенный репортаж заседания парламентского комитета смотрите в нашей сегодняшней программе. Стихия, обрушившаяся на Абхазию с 8 по 10 июля, нанесла существенный урон жителям села Амжукха. Размыла дороги и мосты, из-за чего порядка 20 семей были заблокированы в своих домовладениях. Также был выведен из строя местный трансформатор. Все это время село оставалось без энергоснабжения. Однако население не оставили без внимания. Люди были обеспечены питьевой водой и продуктами первой необходимости. Кроме того, в сжатые сроки специалисты Черноморэнерго доставили и установили новый трансформатор, и электричество было подано в дома. В основном дома не пострадали. Вот 2 дома, из-под дома ушла земля. Я главе администрации это в курс поставил, потом еще в письменной форме обратимся. А так в основном заборы, видите, дороги, мосты подмыло. Ну, по ходу возможности, сегодня пока решаем вопрос временно, чтобы были дороги открыты, а уже потом будем делать это все капитально, привести в порядок, как было раньше. Вот видите, техника работает. Вот эта техника наша, сельская. Другую мы наняли с берега, вы видели, там тоже район помог. Вообще спасибо всем МЧСникам, все приехали. Очень внимательно вот нам помогают. Сроки какие? Сегодня мы открываем дороги, где люди заблокированы. Еще в верхней зоне есть у меня в 2 местах. По 10 дворов заблокированы. Мы сейчас технику туда поднимем, а потом уже будем заниматься конкретно, капитально восстанавливать все дороги. А пока такой вопрос стоит у нас: открыть заблокированные места, вот где люди заблокированные. На данное время ситуация: 237 населения Амжукха, размыты 3 моста, пострадали частный сектор,
Помощь оказана. У нас сегодня техника. Мы одну единицу техники перебросили в Гагрицкий район, перебросили экскаваторы, самосвалы, всю технику в село Мжикуха. Идут работы по той технике, что мы имеем, по тем возможностям, мы оказываем помощь. Плюс была оказана помощь депутатам Народного собрания Лакоба Асланом Султановичем. Это касаемо обеспечением хлеба, водой. Населению оказывается помощь. Без внимания не оставили население пострадавших. И я еще, пользуясь случаем, хочу поблагодарить побратимы города Гудауты, Золотникова Николая Владимировича, которые откликнулись на эту беду и открыли марафон у себя по сбору денег. Уже после всего мы как-то озвучим, какая сумма была, какая была оказана помощь нашими побратимами. Объем работы большой, мы знаем, это не день, не два, не три, все это будем решать. В курорте Пицунда продолжаются работы по ликвидации последствий стихии. Министр туризма Теймураз Хишба провел совещание в объединении пансионатов курорт Пицунда по вопросам устранения последствий стихийного бедствия. Сейчас восстанавливают номера, очищают пляж. Электричество на объекте также восстановлено. В объединении пансионатов на данный момент проживает 2228 туристов. Министр туризма Теймураз Хишба посетил и село Лдза, наиболее пострадавшее в результате стихийного бедствия. Здесь по поручению премьер-министра Александра Анкваб ведутся русловыправительные работы и восстанавливаются 2 моста. Об этом министру сообщил глава администрации Пицунды Руслан Хунцария. Работы проводит бригада госкомпании «Абхаз-Берега-Защита». Специалисты Абхазской железной дороги устранили последствия стихии на вокзале города Гагра. Железнодорожное движение до Гагры возобновилось. Сейчас работы ведутся на перегоне Гагра-Бзыб. Полностью железнодорожное сообщение планируют восстановить к вечеру 12 июля. Пассажирские поезда, следующие в Абхазию, на время проведения работ останавливаются на станции Цандрипш. Оттуда пассажиров перевозят на автобусах к местам назначения. Аналогичные для пассажиров, которые едут в Российскую Федерацию. Произошел подмыв 200 метров пути. Это порядка 1500-2000 кубов земляного полотна ушло. Также на станции Гагры произошел подмыв на самой станции. С первого же дня была привлечена техника, были приведены работники, которые проводят круглосуточную работу. На данный момент производится на перегоне Гагра-Бзыб, как вы видите, производится планировка ЖД-полотна. Дальше, соответственно, будут производиться работы по выравниванию пути. Мы планируем на данном участке открыть уже движение к среде, к вечеру. Самый край – это четверг утро. Мы привлекли до 10-15 единиц различной техники. Это экскаваторы, погрузчики, КАМАЗы. После окончания данных работ мы по нашей просьбе, наши российские коллеги привозят специализированную железнодорожную технику, такую как ВПР, это выпаровочно-подбивочная машина, которая проводит финальную выправку пути. На площадке международного информагентства «Спутник» прошел видеомост Москва-Минск, Сухум-Бишкек на тему безопасности и здоровья курортного отдыха в странах ближнего зарубежья. В формате пресс-конференции на вопросы журналистов ответил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Говоря о состоянии морской воды после ливней, которые обрушились на Абхазию, Онищенко отметил, что купаться в море можно примерно через сутки. Он напомнил, что самоочищающая способность Черного моря достаточная. Еще один вопрос был посвящен безопасности использования термальных источников в Абхазии без рекомендаций врачей. Онищенко подчеркнул, что пользоваться источниками надо осторожно, особенно радоновыми. Онищенко ответил и на вопрос о возможном распространении инфекций, в том числе холеры, на сопредельных с Украиной территориях в результате подрыва Каховской ГЭС. Академик РАН подчеркнул, что такая опасность существует, но паниковать не нужно. В зоне затопления работают врачи, построен палаточный городок, налажено питание и обеспечение водой, ведется жесточайший мониторинг. Если холерный вибрион будет обнаружен, то мы знаем, как локализовать распространение этого заболевания, сказал ученый.
В Женеве состоялся очередной раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Абхазия вновь обратилась к грузинским участникам с предложением приступить к полноценной работе по согласованию текста юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. Однако грузинские участники продолжают блокировать любые предложения по согласованию текста документа о неприменении силы. Данный вопрос остается открытым, и его обсуждение перенесено на следующий раунд. Участники раунда также обсудили другие вопросы, связанные с безопасностью на местах. В ходе 58-го раунда также обсуждались гуманитарные вопросы, связанные с доступом к образованию, медицинскому обеспечению и ряд других актуальных проблем. Проведение следующего 59-го раунда намечено на 5-6 декабря 2023 года. По подозрению в сбытии наркотического средства в городе Сухум задержан житель Калужской области. Сотрудниками столичного УВД изъято 30 грамм метадона. Все подробности в материале пресс-службы МВД. У жителя Калужской области, временно проживающего в Абхазии, изъято наркотическое средство в особо крупном размере. В городе Сухум по улице Папаскири в ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска УВД по городу Сухум по подозрению в незаконном приобретении, хранению с целью последующего сбыта был задержан гражданин Российской Федерации Бородко Андрей Анатольевич и доставлен в УВД по городу Сухум, где в помещении одного из служебных кабинетов был произведен его личный досмотр, в ходе которого у него были обнаружены и изъято 12 свертков с веществом белого цвета. В последующем в городе Сухум по улице Папаскири в районе фуникулера было произведено обследование участков местности, где было обнаружено 2 свертка с содержащимся веществом белого цвета. В ходе проведения предварительного следствия был установлен адрес временного проживания Бородко на территории города Сухум. Незамедлительно был произведен обыск, в результате чего было обнаружено и изъято 21 сверток с веществом белого цвета. Согласно заключению эксперта ЭКНЦ МВД РА, вещество, изъятое у Бородко, является наркотическим средством метадон. Общая масса наркотического средства – 30 грамм. В настоящее время гражданин Бородко заключен под стражу. Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении последнего по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В, частью 3 статьей 224 Уголовного кодекса Республики Абхазия, проводит следственный отдел УВД по городу Сухум. Состоялось очередное судебное заседание по делу о тройном убийстве на набережной Махаджира в 2019 году. Суд заслушал показания одного из подсудимых Аслана Блабба, который предварительно отказался от опроса стороной обвинения. Подробности заседания в репортаже Рады Чачава. По версии следствия, Аслан Блабба связался с ранее допрошенным свидетелем Чалария, мастером по тонировке, по просьбе Эрика Чкадуа, чтобы затонировать автомобиль. По словам допрошенного автандила Чалария, по просьбе Аслана Блабба к нему в мастерскую для тонировки привезли 2 машины – Honda Accord и Toyota Mark II. Подсудимый же с показаниями не согласен. Однако его допрос стороной защиты начался с заявления Блабба о взаимоотношениях с убитыми. Он отметил, что с жертвами убийства дружил, был в хороших отношениях и выразил соболезнования их родным. Блабба рассказал, что в декабре 2019 года он получил повестку о явке в Сухумскую городскую прокуратуру, был допрошен следователем, в частности, о знакомстве с Эриком Чкадуа и другими лицами. Уже 3 января 2020 года, как отмечает Блабба, во двор ворвались люди в масках для задержания. Обвиняемого доставили в СИЗО СГБ Абхазии. Там на столе лежал пистолет, похожий на мой, который хранился у меня дома. Мне задал вопрос: это ваш пистолет? Я сказал: похож на мой. А там говорю: напишите, что мой. Придет время, на суде разберемся, мой, как он сюда вообще попал и тому подобное. 4 января 2020 года меня спустили на допрос. Следователь Ломя в первую очередь задал мне вопрос: что за машину вы тонировали по просьбе Чкадуа 19 ноября 2019 года. На одном из прошедших заседаний специалист по тонировке машин автандил Чалария рассказывал, что 19 ноября 2019 года обвиняемый Аслан Блабба попросил его о тонировке передних боковых стекол иномарки, предупреждая, что затонировать стекла к мастеру приедет некая девушка. В мастерскую позже действительно приехала девушка на Honda Accord. По словам Чалария, он объяснил ей, что работа будет окончена в течение часа, но завершил тонировку стекол даже раньше.
Позже, по словам свидетеля, Аслан Блаба снова связался с ним и предупредил, что данная машина вновь вернется, и нужно затонировать также лобовое стекло. Однако, как отмечал ранее свидетель Чалария, вернулась уже не Honda, а Toyota Mark II, за рулем которой, по его словам, был Дату Ахалая. Он сообщил, что приехал от Аслана Блаба и попросил полностью затонировать автомобиль. По версии следствия, именно на этой машине обвиняемые приехали на место убийства и скрылись с него. Ломия начал меня, вернее, пытался меня убедить, что после, вначале он говорил, что после Ауди меня, оказывается, мой друг подставил, Чкаду Эрик, и после этого тонировался якобы Марк II. Ну, естественно, хотя ты знаешь, что такое может быть, но это все-таки шок, знаете, психический. Я говорю, этого не может быть, о чем вы говорите. Ну, тогда мне посоветовал мой защитник Радская, что записать, что я не знаю, что за машина. Я так и сделал, я говорю, я не знаю, что за машина. Это не запланировалось, я не уточнял. А для того, чтобы я не хотел врать там что-то следствию, я хотел говорить, как есть. Я говорю, давайте вы, Эрик мне звонил, говорю, возьмете распечатку, я тоже хочу мою распечатку, и тогда уже дам дальше показания, а на этом этапе я больше ничего не буду давать. Спустя некоторое время, как утверждает Блаба, он попросил предоставить ему распечатку звонков, а на депонировании показаний утвердил, что свидетель Чалария врет. После получения распечатки вызовов, как отметил Блаба, он просил, чтобы его повторно допросили, но, по его словам, следствие не реагировало. Аслан Блаба также отметил, что он действительно связывался с Эриком Чкаду 19 ноября 2019 года. Он отметил, что Эрик Чкаду попросил его затонировать для знакомой 2 передних стекла в долг, так как у него не было наличных денег. Подсудимый, как он рассказывает, позвонил Автандилу Чалария и попросил затонировать 2 стекла на серебристой Ауди. И вот я набрал Чалария, 14-15. Говорю, привет, Авто, ты где на работе? Да, можешь затонировать 2 передних стекла? Он у меня спросил, что за машина. Я говорю, забыл спросить, там девочки попросили, говорю, друга моего. Наверное, говорю, Honda Accord или GS, говорю. И сразу там же спрашиваю, какая в принципе разница. Разница, говорит, в том, Авто, что разница в цене, говорит, узнай, седан или джип. Позже Автандил Чалария сообщил Блаба, что тонировка завершена, после чего Эрик Чкаду попросил затонировать и лобовое стекло. Полная работа, включающая тонировку передних стекол и лобового стекла, была оценена мастером в 4000 рублей. А там же я у него интересуюсь, а машина там или забрали? Он говорит, машину забрала она. Тогда хорошо, говорю, тебе ее привезут сейчас. И все. Я позвонил Эрику, чтобы сказать ему, чтобы он погнал машину, что тонировщик еще не ушел. У нас телефонный разговор прервался с Эриком. За что говорю, после этого звонка больше я Чалария не звонил. Подсудимый Блаба отказался отвечать на вопросы гособвинения. Потому начальник судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даурамичба, также ссылаясь на противоречия в показаниях, ходатайствовал об оглашении показаний Блаба от 4 января 2020 года. Примерно в середине ноября, точную дату вспомнить не могу, возможно, и 19 ноября мне позвонил на WhatsApp мой друг Чкаду Эрик и попросил договориться с мастером тонировки авто, работающим в гараже неподалеку от детской поликлиники в городе Сухум, в связи с моими хорошими с ним отношениями о тонировке машины в долг. Какую именно автомашину я не стал уточнять. В тот же день я позвонил авто и попросил его затонировать стекла автомашины. Сказал, что ему привезут автомашину, которую следует затонировать, а я позже расплачусь за работу. Авто согласился. После этого я позвонил Эрику и сказал, что он может отвезти указанную автомашину авто. Авто был уже в курсе. Эрик поблагодарил меня, на этом разговор закончился. Сам подсудимый отметил, что при даче показаний сообщил, что речь идет об автомобиле марки Audi, но, по его словам, это уточнение не внесли в протокол.
Блаба заявил, что, по его мнению, следователи специально не допрашивали его после первого допроса, так как знали, что он все вспомнил и получил распечатки телефонных звонков. Однако аналогичные показания, согласно протоколу, зачитанному стороной обвинения, Блаба давал и во время второго допроса 13 января 2020 года. В свою очередь, адвокат Аслана Блаба Марина Таня сказала, что ее подзащитный уточнял марку машины во время допроса. Абсолютно один в один текст. Обратите внимание, пожалуйста. Такое не бывает в практике. Я не знаю, чтобы один в один просто в компьютере было набрано, это мое мнение, перенесен. Только к такому выводу я могу прийти. То, что это формально был допрос. Именно почему? Я вам объясню. Да потому что мой подзащитный сказал, что принесите распечатку. Я тогда полностью разложу по минутам, по секундам. Заместитель генерального прокурора Руслан Тыркба отметил, что в действительности в депонировании показаний от 8 января упоминается марка автомобиля Audi. Однако, по словам Тыркба, в протоколе показания 13 января марка машины вновь не упоминается. То, о чем говорит вот здесь Блаба, что его лишали возможности, что Ломя такой, значит, следователь, который его вводил в заблуждение, допустим, но это отчетливо видно, что это не так по последующим событиям, когда, вот он же сказал, когда вступил другой следователь на более поздней стадии, и мы об этом допросе сейчас, наверное, его тоже будем оглашать, он пустой, конечно, но тем не менее он состоялся 15 марта 2021 года, когда Блаба отказался от дачи показаний, когда у него была реальная возможность. Я извиняюсь, 4 марта. 15 марта это последний допрос. 4 марта 2021 года уже другой следователь, которого фамилия Таркил, если, допустим, Ломя не нравился ему, или там Ломя в заблуждение вводил, как говорит Блаба, почему же он тогда следователю Таркил не дал развернутые показания, которые он так долго хотел в течение 2 лет о них заявить? В ответ на уточнение Тыркба адвокат Марина Таня заявила, что ее подзащитный не доверял следствию и хотел дать развернутые показания непосредственно в зале суда. В показаниях от 15 марта 2021 года Аслан Блаба частично признает свою вину в части незаконного хранения огнестрельного и холодного оружия, однако подчеркивает, что к преступлению не причастен. Ему разъяснена и понятна, вину он признает уже частично, а именно признает свою вину, предусмотренных статьями части 1 статьи 217 «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и части 4 статьи 217, то есть незаконное хранение и ношение холодного оружия. Уголовного кодекса в остальных деяниях и эпизодах вину не признает. Блаба также, отвечая на вопрос суда о возможности наличия у свидетеля Чалария мотивов оговаривать его, ответил, что, по его мнению, они могли быть. Следующее судебное заседание состоится 18 июля. Рада Чачава, Заур Кварча, Абхазское телевидение. Омбудсмены Абхазии и России Анна Скишмари и Татьяна Москалькова подпишут соглашение о взаимопонимании сторон. Анна Скишмари находится с рабочей поездкой в Москве. Подписание документа запланировано на 13 июля. Культурные, экономические, социальные и многие другие аспекты жизнедеятельности нашей страны и России тесно связаны, говорится в сообщении пресс-службы аппарата уполномоченного по правам человека в Абхазии. Также подчеркивается, что налаживание взаимодействия омбудсменов Республики Абхазия и Российской Федерации является логическим продолжением укрепления взаимоотношений между Абхазией и Россией. Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Будба единогласно избран иностранным членом, академиком Российской академии естественных наук. Решение принято на заседании секции биомедицины РАЭН по специальности организации здравоохранения и общественное здоровье. В рамках реализации ежегодной целевой программы развития сельского хозяйства Министерство сельского хозяйства передало участникам программы средства малой механизации, мотоблоки, а также прицепное и навесное оборудование к ним. Данная техника используется для ухода и обработки однолетних и многолетних культур на собственных приусадебных участках. Подробнее в материале Гадицы Сагария. В этом году на реализацию целевой ведомственной программы развития сельского хозяйства республиканским бюджетом было предусмотрено 100 миллионов рублей. Из них 23 миллиона направлены на приобретение средств малой механизации фермерам.
ينين سوچاس سوسات بربيت أبارش زندر سيدي ويد الحال الشرط هذا شيء حاضر جباعة درماجين يقنا صويا بجار عشوت رخلاني قنا صوت أبريتيبات نايدرالو قد مندرين شالر داري وخود بزين. Мотоблоки мощностью от 7 до 14 лошадиных сил способны обрабатывать сельскохозяйственные участки площадью до 1 гектара. Техника эффективно используется фермерами и сельчанами на личных подсобных хозяйствах. С помощью мотоблоков можно осуществлять все необходимые агромероприятия, такие как вспашка, рыхление почвы, окучивание сельскохозяйственных культур, косьба травы, а также можно перевозить груз весом от 350 до 500 килограммов. Использование мотоблока удобно как в открытом, так и в закрытом грунте, то есть внутри тепличных хозяйств. Предоставляются средства малой механизации в рамках реализации программы развития сельского хозяйства на 2023 год. То есть эта программа, она по сути уже стала ежегодной программой, каждый год. Вот уже в течение 2 лет подряд, это 3-й год, как идет реализация программы, разработанной Министерством сельского хозяйства для поддержки личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств, всех остальных производителей сельскохозяйственной продукции. Это первый этап поставки средств малой механизации мотоблоков для 12 участников программы на общую сумму 2 121 000 рублей. Всего заказано 86 единиц мотоблоков и мини-тракторов. Вся техника заказана по моделям и маркам, указанным самими участниками. Адица Сагари, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Решением Галского районного собрания увеличен ряд расходных статей местного бюджета. Как рассказал в интервью Гал-ТВ начальник финансового отдела администрации Галского района Хаджарат Ардзенба, с такой инициативой выступила администрация района. Собрание депутатов Гальского района. Ранее администрация Гальского района обратилась с инициативой об изменении бюджета. Это дефицит бюджета в 7 042 000 рублей. То есть расходы на данную сумму будут увеличены, а доходная часть остается без изменений, а расходы покрываются за счет остатка, который у нас был на начале 2023 года. Благодаря данному изменению мы имеем возможность решить ряд вопросов, которые в районе необходимы. А именно, это окончательные работы по благоустройству нашего центрального парка, мини-стадиона, по управлению сельского хозяйства. В прошлом году и в начале этого года были приобретены 2 трактора, а навесного оборудования к ним нет, что очень нужно. Данные расходы – это 600 000 рублей. По отделу образования запланирован штат бухгалтера. По Галмедиа есть возможность приобрести служебный автомобиль. Увеличены расходы по отделу молодежи и спорта. И, наверное, самое интересное – это увеличены расходы на содержание 22 штатов. Преподаватели музыкальных школ не получали заработную плату за счет бюджета, а получали за счет родительских сборов. Это 16 преподавателей Гальского района, это 3 музыкальные школы будут финансироваться за счет бюджета с сентября месяца. Более того, данным решением собрания отменяется собрание от 27 мая 2016 года. Это касающееся ставок оплаты за обучение детей в детских музыкальных школах Гальского района. То есть, таким образом, родительских сборов в музыкальных школах не будет, а финансирование заработной платы будет за счет местного бюджета.
Правительство Москвы выделило целевую субсидию на приобретение церковной утвари монастырю святого Иоанна Златоуста в Каманах, сообщает пресс-служба Дома Москвы в Сухуме. Сертификат на приобретение церковной утвари настоятелю монастыря игумену Игнатию передал заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, руководитель контрактной службы Игорь Ткач. Правительство Москвы ежегодно выделяет субсидию на приобретение церковной утвари и литературы в Абхазию и не первый год поддерживает Каманский монастырь. В разные годы в дар храму Иоанна Златоуста передавались лампады, кресты, иконы. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 13 июля, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Ожидается очень высокий уровень ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью 14-19, днем 20-25. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.